Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Доброе утро, уважаемые журналисты. Темой сегодняшнего круглого стола – перспективы и планы Государственной налоговой службы в рамках проекта «Смарт Салым». Налоговая служба сегодня расскажет о проводимых работах, текущих результатах по реализации проектов в рамках фискализации налоговых процедур. По сегодняшнему графику круглого стола сейчас мы предоставим слово нашему председателю Имамбетову Ильясу Денишевичу. Потом покажем вам презентацию на тему нововведений и планы дальнейшей работы ГНС в рамках проекта фискализации «Смарт Салым». И после презентации будет время для вопросов-ответов на ваши, и по окончании уже кофе-брейк. Разрешите предоставить слово председателю Государственной налоговой службы Имамбетову Ильясу Денишевичу. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас всех за то, что уделили время и посетили наше мероприятие. В последнее время для налоговой службы становится традицией встречаться с представителями средств массовой информации и бизнеса, чтобы рассказать о реализованных задачах и планах и синхронизировать проводимую работу с вами. Как вы знаете, налоговая служба идет курсом перехода на сервисное обслуживание налогоплательщиков, устранение излишних бюрократических процедур и человеческого фактора при администрировании налогов. С июля 2020 года запущен ряд компонентов в рамках проекта «Смарт Салым», такие как электронный счет-фактура, автоматизированная система учета АЗС, система сводный пост на границе, новые электронные отчеты и электронный патент, программные кассовые аппараты и так далее. С начала внедрения фискализации налоговых процедур поступления налогов и сборов в бюджет начали заметно увеличиваться. Так, за январь-май месяц 2021 года налоговая служба собрала налогов и платежей в сумме 38 миллиардов сомов. При план-прогнозе 36 миллиардов 400 миллионов сомов. Установленный план выполнен на 105,5%, или почти на 2 миллиарда больше собрано. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления налогов и платежей увеличились на 11,4 миллиарда сомов. Темп роста составляет 142%. За январь-май месяца 2021 года обеспечено поступление страховых взносов в сумме 15 миллиардов, план выполнен на 102,5%, или перевыполнено на 373 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховых взносов собрано больше на 2 миллиарда сомов. В текущем году налоговая служба планирует собрать налогов, сборов не менее 97 миллиардов сомов. Как вы знаете, с момента реализации проекта по цифровизации налоговых процедур «Смарт Салым», то есть с июня прошлого года налоговая служба собрала налогов больше на 7,5 миллиардов сомов, больше, чем было запланировано. Однако внедренные компоненты являются началом цифровизации налоговой службы. У нас впереди большие планы в рамках проекта «Смарт Салым». Подробнее об этих проектах у нас заместитель Госналоговой службы Дубанаев Адлет расскажет. Перед руководство государства тоже нам поставило задачу именно обратить внимание и произвести цифровизацию налоговой службы. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Хотелось бы поделиться теми работами, которые мы делаем в рамках цифровизации налоговой службы, в рамках проекта «Смарт Салым». На самом деле, вот здесь очень интересный слайд. Если вы посмотрите, оранжевая линия – это 2020 год, как во время пандемии
в марте, в апреле упали доходы налоговой службы. Да? И начиная с июня месяца, вот красная черта, как оранжевая линия начала идти вверх, это момент, когда мы начали внедрять фискализацию налоговых процедур. И за 5 месяцев нынешнего года этот показатель все время растет, и по сравнению с 2019 и 2020 годом на порядок выше. Хотел бы остановиться на тех вещах, которые мы уже реализовали, многие из вас, наверное, уже в курсе. Ну, я чуть-чуть обновлю информацию, так сказать, небольшой апдейт. Уже многие налогоплательщики перешли на электронную налоговую отчетность, взяли доступы в свой личный кабинет, и более 300 тысяч налогоплательщиков сейчас могут взаимодействовать с налоговой службой в онлайн-формате через свой кабинет. С прошлого года мы запустили электронные счета фактуры. На данный момент это порядка 15 тысяч налогоплательщиков, которые выписали на более чем 800 миллиардов сомов, показали товарооборот. Да? Оформление электронных счетов фактуры – это круглосуточное, бесплатное и бесконтактное оформление. Ну, результат – это с момента запуска сбор по НДС и по косвенным налогам, то есть план был перевыполнен почти на 4 миллиарда сомов. Как вы знаете, мы также запускали автоматизированную систему управления АЗС, это порядка 1000 заправок были подключены к этой системе. Мы в онлайн-режиме на данное время получаем информацию о реализации каждого литра бензина с каждой из заправок, в результате чего рост реализации ГСМ на данный момент превысил почти 150%. Да? Это о чем говорит? О том, что раньше был неучтенный ввоз горюче-смазочных материалов, и учет был затруднен, так как была бумажная работа и человеческий фактор. Кроме того, была разработана программная кассовая машина. Как вы знаете, уже многие сотовые операторы запустили программные кассы на мобильных приложениях. Это упрощение ведения деятельности бизнеса. То есть раньше, если покупали там за 12-13 тысяч сомов аппаратные кассы, теперь они стоят бесплатно, только с абонентской платой. В ближайшем будущем налоговая служба планирует также запустить свою программную кассу, и налоговое администрирование больше перейдет в формат на мобильных приложений. Об этом я чуть дальше расскажу в планах. В прошлом году также мы запускали народный контроль, то есть когда мы предлагали населению взять на себя небольшую функцию инспекторов, сканировать чеки. За небольшой период порядка 3,5 миллионов чеков просканировали наши налогоплательщики, то есть население, и помогли пополнить тем самым бюджет. Кроме того, с 1 января была запущена система «Сводный пост», это на границах с Республикой Казахстан, для учета товаров. Как только мы запустили, за первые 5 месяцев рост НДС, то есть налога на добавленную стоимость, и акцизного налога увеличился почти на 150%. Это порядка 3 миллиардов сомов. То есть каждый из введенных наших компонентов понемногу дает результат в виде дополнительных поступлений в бюджет. Как мы оцениваем свои, наверное, продвижения по цифровизации? Это основной наш показатель, это рейтинг Doing Business, легкость ведения бизнеса, который ведет Всемирный банк. По итогам 2020 года наши старания были учтены в индикаторе Doing Business, это по налогообложению почти на 16% мы показали рост, тогда как наши соседи, ну, сами видите по графику, да, у них какие продвижения идут. Для нас это основной показатель облегчить ведение бизнеса, да, не просто собрать налоги, а помочь предпринимателям наиболее удобным способом взаимодействовать с налоговой службой. Хотел бы отметить также тех наших международных доноров, которые в основном нам помогают. Это ПРООН ведет несколько проектов по цифровизации. Всемирный банк начал проект по реинжинирингу бизнес-процессов и написанию новой системы налоговой службы. В ближайшем будущем мы этот проект запустим.
Федеральная налоговая служба России помогает. Нами было подписано соглашение о оказании безвозмездной технической помощи на ближайшие 3 года. И Министерство промышленности России тоже помогает в части маркировки товаров. Как вы видите по слайду, общий бюджет, планируемый бюджет составляет порядка 84 миллионов долларов. И только порядка 1% это будет расходоваться бюджетные средства. В основном это безвозмездная техническая помощь наших доноров. Теперь перейдем к предстоящим задачам, которые мы попытались разделить на 2 этапа. В целом это 3 этапа. Первый этап – это трехмесячный краткосрочный план. Второй этап – это задачи, которые мы реализуем до конца года. И третий этап, о котором мы сегодня, наверное, не будем рассказывать, это долгосрочные планы, это на 2022-2023 года. Если начнем по краткосрочным планам, то, как вы знаете, мы начали выдавать электронные патенты с прошлого года. И процент электронно выданных патентов был порядка только 12%. Сейчас за 5 месяцев этот показатель вырос до 60%, но мы все равно понимаем, что для налогоплательщиков, чтобы получить электронный патент, надо заходить на сайт налоговой службы и оформлять патент. Для того, чтобы облегчить задачу нашим предпринимателям, в скором времени мы реализуем функционал и дадим доступ любым другим приложениям, таким как онлайн-банкинги, мобильные кошельки, получать патенты и страховой полис через приложения, да, другие приложения. Это, мы думаем, облегчит, еще больше облегчит получение электронного патента. Как вы знаете, мы уже несколько справок, которые выдает налоговая служба, оцифровали. Их можно получить в онлайн-режиме через личный кабинет, но остались справки о налоговой задолженности и о резиденции, а также для целей импорта товара с ЕС. В ближайшем будущем, это в течение 3 месяцев, мы полностью их оцифруем и дадим возможность предпринимателям не посещать налоговую службу. Кроме того, началась работа по переводу регистрации налогоплательщика в онлайн-формат. Первым этапом у нас будет запущен функционал по автоматическому присвоению единого идентификационного номера налогоплательщика. Сейчас это все делается в ручном режиме. И в последующем это будет фундаментом для построения, для получения регистрационной карточки налогоплательщика в онлайн-режиме через личный кабинет. Как вы знаете, с 1 июля текущего года запускается цифровая маркировка товаров. Обязательно это по алкогольной и табачной продукции. Для облегчения экспорта товаров в Российскую Федерацию мы запустили выдачу кодов маркировки на текстильную и обувную продукцию. То есть теперь для того, чтобы исполнить обязательства по маркировке в Российской Федерации, наши экспортеры товаров могут не посещать Российскую Федерацию, не взаимодействуя с Россией, получать коды через наш оператор. Это уже реализовано. Наш национальный оператор маркировки товаров ЗАО «Альфа-Телеком» уже на своем сайте разместила всю необходимую информацию и начала выдачу кодов. Кроме того, мы разработали силами национального оператора ЗАО «Альфа-Телеком», мы разработали мобильное приложение TechShare, которое предоставит возможность не только инспекторам налоговой службы, но и предпринимателям осуществлять народный контроль маркированных товаров. Сейчас продемонстрируем, как это приложение будет работать. Сейчас в тестовом режиме уже работает. Мобильное приложение TechShare будет использоваться для общественного контроля. Позволяет покупателю либо представителю контролирующего органа получить полную необходимую информацию о маркируемых товарах. TechShare можно установить на телефон с помощью Google Play и Apple Store. Обращаемся к скачанному мобильному приложению, запрашивается авторизация. Также товар можно проверить без авторизации. Указывается номер мобильного телефона для того, чтобы было отправлено смс-сообщение с кодом авторизации. После чего необходимо ввести свои данные. В случае отправки заявки о нарушении эти данные будут отправлены контролирующему органу. Теперь можем проверить промаркированный товар.
видим, что у данного табачного изделия код маркировки выдан системой TechShare, но находится в статусе «Запрещенный к продаже». Можем просмотреть код маркировки, его статус, а также детальную информацию о товаре. Например, потребительские характеристики, нормативно-сопроводительная документация, информация о производителе, изготовителе и импортере и другая информация. Так как статус кода маркировки находится запрещенным к продаже, мы можем сообщить о нарушении. Для этого необходимо сфотографировать товар. Ввести адрес торговой точки, ее название и произвести фотографию кассового чека в случае его наличия. Указать комментарий и отправить заявку. Заявка будет отправлена контролирующему органу и техническому оператору. Пользователь в мобильном приложении также может просмотреть историю своих заявок, историю сканирований. Продемонстрирую сканирование товара, введенного в оборот. Мы видим, что с кодом все отлично. Теперь продемонстрирую вам сканирование кодов маркировки табачной продукции, привезенной из Российской Федерации. Данный код маркировки был выдан не системой TechShare, о чем информирует мобильное приложение. Спасибо большое за внимание, всего хорошего. Как вы заметили, сейчас такой контроль ведется через акцизные марки. Да? Мы все видели на бутылках алкоголя, на табачной продукции, и обычный покупатель никак не мог определить, это подлинная акцизная марка или подделанная. С помощью цифровых технологий и приложений теперь любой человек сможет в цифровом виде посмотреть, какую продукцию он покупает и какие были для данной продукции технические требования, там, сроки годности, это все будет указано в приложении. Кроме того, налоговая служба начала проект «Виртуальная налоговая». Мы хотим оцифровать все бизнес-процессы взаимодействия, чтобы налогоплательщики не посещали налоговый орган. В первую очередь, как вы знаете, сейчас личный кабинет налогоплательщика немного устарел. Мы начали работу по созданию нового личного кабинета, который позволит налогоплательщику работать быстрее, сдавать отчеты, новые дополнительные функции, такие как оплата налогов, не выходя из кабинета, и более дружелюбный интерфейс. Кроме того, еще есть 44 бизнес-процесса, которые налоговая осуществляет при взаимодействии с налогоплательщиком. Мы начали работу по оцифровке каждого бизнес-процесса и надеемся, что до конца года мы сможем осуществлять большую часть взаимодействия с налогоплательщиками в удаленном формате. То есть основная цель – это сервисное обслуживание, и чтобы налогоплательщик лишний раз не приходил в налоговую службу. Кроме того, в рамках маркировки мы ведем в пилотном проекте систему прослеживаемости товаров. Это когда от начала производства и импорта товара до момента реализации конечному потребителю мы сможем отследить каждую единицу товара и гарантировать его подлинность и качество. Это позволит, во-первых, населению быть уверенным в покупаемой продукции, во-вторых, это позволит добросовестным налогоплательщикам конкурировать как на добросовестном рынке, и в-третьих, мы думаем, это снизит теневую составляющую рынка, и мы сможем пополнить бюджет. Как вы знаете, налоговые проверки стоят на особо острый вопрос у налогоплательщиков. Мы уже начали работы по переводу налогового контроля в рискоориентированную среду, то есть когда налоговые проверки назначаются автоматизированной системой. В первую очередь мы переведем рейдовый налоговый контроль в электронный формат. Налоговик, то есть инспектор налоговой службы, будет применять планшеты, акты будут выписываться через планшет и поступать в личный кабинет налогоплательщика. Это нам даст усилить контроль за работой инспекторов на местах, то есть
когда они контролируют торговые точки, убрать бумажную работу и иметь актуальную информацию по торговым точкам. Кроме того, как я до этого говорил, налоговая служба будет больше взаимодействовать с мобильными приложениями. Кроме электронных патентов и просто предоставления приложений по электронным патентам и мобильным кошелькам, мы будем интегрироваться с разными видами приложений и давать возможность налогоплательщикам оплачивать товары или приобретать услуги и не замечать, как уплачиваются с него часть налогов. Да? Кроме того, в этом году еще раз будет проведена лотерея по кассовым чекам через мобильные приложения. Это планы до конца 2021 года. И самая главная вещь, которую мы будем делать в этом году, это уже мы начали проектирование центра обработки данных налоговой службы. Как вы знаете, все получаемые данные от налогоплательщиков – это конфиденциальная информация, налоговая тайна. Поэтому мы пытаемся сделать хранение и обработку данных максимально в защищенном виде. И для этого нам необходимо построить дата-центр, который уже есть проект. Дата-центр называется «Орбита». И отдельно будет центр мониторинга налоговой службы, который позволит в оперативном порядке устранять все технические проблемы и дать возможность налогоплательщикам взаимодействовать с налоговой службой в удобном формате. Ну, в целом, краткосрочные планы такие. Я думаю, что при запуске отдельных компонентов мы еще дополнительно будем извещать вас и принимать фидбэк от бизнеса и от средств массовой информации. В целом, по планам все. За более подробную такую информацию. Ну, уважаемые журналисты, наверное, мы уже готовы будем выслушать ваши вопросы и готовы ответить на них, учитывая то, что здесь находятся и специалисты, именно непосредственно участвующие в разработке и внедрении данных бизнес-процессов. Если есть у вас вопросы, мы готовы. Добрый день, Никсдорф, Чуйские известия. Вопрос может быть чуть-чуть не по теме, но у меня такая штука. Есть, скажем, предприятие, есть небольшое, которое в течение последнего времени, года 3 не работало, сдавало вам нулевые отчеты. Сейчас они надумали закрываться. Могут ли они, не приходя в налоговую службу, через электронный, через кабинет какой-то, какой у них есть, оформить закрытие предприятия? Или надо обязательно не приходить на место? В районную, да? На сегодняшний день пока нет. Но это планируется в ближайшее будущее. Я думаю, к концу года уже мы, в принципе, сможем это все реализовать. Да. Но это в будущем у нас планируется, на сегодняшний день пока нет. Я дополню, наверное. Мы этот процесс начинали, там единственная проблема была, у нас нормативно не было возможности перевести на удаленный формат. Сейчас, как вы знаете, пишется новая редакция налогового кодекса, планируем до осени закончить, и мы туда уже включаем нормы по удаленной ликвидации предприятий. Да, и как только мы введем в действие новый налоговый кодекс, мы доработаем свою систему и надеемся, что переведем все это на удаленный формат. Добрый день. Здравствуйте. Информационное агентство Акипресс. Хотелось бы задать вопрос по новому налоговому кодексу. Планируется именно снижение ставок страховых взносов. На сегодня известно, насколько будут снижены ставки страховых взносов? На сегодняшний день, да, в действительности работают не одна, а две целых рабочих групп по написанию новой редакции налогового кодекса. В связи с этим была создана вторая рабочая группа, в рамках которой необходимость первая требует реформы пенсионной, пересмотру тарифной всей политики, учитывая только после данной проведенной работы будет уже вопрос поднят о пересмотру ставок страховых взносов. Сейчас сразу резко снизить или еще что-то, такие шаги делать, это крайне
как сказать, она, да, озабоченность возникает в части уже сейчас выплат пенсии. Поэтому сначала необходимо провести реформу пенсионной системы и тарифной политики, а потом это вот согласно вот этой проведенной работы вторая рабочая группа будет уже пересматривать данные ставки. Второй вопрос, если можно. Вчера буквально Верховная Рада Украины приняла закон о введении цифрового налога, то есть налог, так называемый налог на Google. Вот в Кыргызстане планируется введение налога на электронную коммерцию и на налога на именно на транснациональные корпорации. Да, на данный момент есть законопроект, который ведется Министерством экономики и финансов. Это закон об электронной коммерции. В том числе в данном законе предусмотрено внедрение налога на Google. Как я знаю, в скором времени данный законопроект будет внесен в Джохор Кенеш, если я не ошибаюсь. В электронной коммерции, кроме налога на Google, предусматривается специальный режим для тех, кто работает через интернет-торговые площадки, а также разработка программного обеспечения. Там отдельный налоговый режим предусматривается, упрощенный на первом этапе. А вот касательно ставки этого налога? Как, если мне не изменяет память, это порядка 2% от оборота было. С льготными периодами, первоначальным при переходе. Большое спасибо. Уважаемые журналисты, выражаем высокую благодарность вам, учитывая то, что на сегодняшний день вы выделили время, посетили наш круглый стол, потому что и у нас много задач, которые мы реализуем, у нас очень много перспектив, у нас очень много планов. Мы готовы всегда с вами поделиться, вам продемонстрировать все те мероприятия, которые мы проводим, учитывая то, что уже наши доходы, показатели уже предварительно по 5 месяцам показывают выполнение, перевыполнение прогнозных показателей. И мы не будем стоять на этом месте, мы будем продолжать всю работу проводить и озвучивать, приглашать вместе с вами населению, доводить до нашего общества. Ну, наверное, огромное спасибо вам еще раз.